Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Адамдардын арасында адамдар долбоорунун алкагында биз Гүлзана эженин үйүнө келип отурабыз. Гүлзана эже менен бүгүн жакындан таанышып, кылган кызматтары тууралуу сиздерге бөлүшмөкчүбүз. Саламатсызбы? Здравствуйте. Кутман күнүңүз менен, өтүп кеткен туулган күнүңүз менен. Спасибо большое, благодарю. Биз алгач маегибизди сиз өзүңүздү телекөрүүчүлөргө тааныштырып өтсөңүз. Меня зовут Гульзана, мне 41 год, вчера вот исполнилось. Я стала особенной уже 3 года и 4 месяца. Вот. Ну, за эти годы я поняла очень многое, что Всевышний мне дал это испытание не просто так, потому что я очень яркая, очень позитивная, не стою на месте, хочу жить активно. И хочу жить активной жизнью, полной жизнью. Поэтому хочу показать, что в жизни все возможно, несмотря ни на что. Мне бывает нелегко моей маме, моей дочке, но все же мы вместе с силами справляемся с этим испытанием. И я стараюсь, чтобы прожить эту жизнь очень насыщенно. И доказать людям, что когда человек видит, слышит, он самый богатый человек. На самом деле это так. Үй бүлөңүз тууралуу айтсаңыз. У меня есть мамочка, очень добрая, замечательная. Я очень ее люблю. Я благодарна, что она меня родила. Вот, потому что ей врачи, оказывается, по здоровью, врачи, оказывается, запрещали ей рожать, но она все-таки настояла и родила меня. Вот, потом что еще? Папочку мы похоронили 10 лет назад. Я была эрке-кыз, вот любимой дочкой. Наверное, я выросла такая из-за того, что меня очень сильно любил папа, мама, родные. Есть сестра, брат, братишка, которых я очень люблю, ценю, которые меня поддерживают, помогают мне. Есть, конечно, очень много друзей, которым я очень благодарна, знакомым. Есть люди, которые даже не знают меня, но они поддерживают всячески. Поэтому я всем благодарна на самом деле. Вот эти вот 3 года наш Кыргызстан меня очень поддерживает. Одноклассники, ну одним словом все, с кем я была когда-то знакома. Поэтому я всех крепко люблю, обнимаю. И от души желаю, чтобы Всевышний всегда оберегал всех. И желаю всем крепкого здоровья. Каарманым абдан шайыр, ар дайым жаркылдап, адамдарга жылуу мамилесин төгүп, позитивди жүрүүгө чакырып келет. Тилекке каршы 3 жыл мурун Алмата-Бишкек автожолунан кырсыкка учурап, майыптар арабасында отуруп калган. Я, честно говоря, раньше работала в Алмате, чтобы купить квартиру мне и моей дочке, вот, жить отдельно. Ну, и вот собирала деньги, работала в частной фирме в Алмате, и вот оттуда я ехала в Бишкек. Насколько точности не знаю, но водитель умер на месте, и кто уснул, я не помню, честно говоря. Ну, или кто виноват, вернее, я не помню. То ли водитель моей машины, где мы ехали, да, такси, или той машине, которая ехала, столкнулись в лобовую. Вот. Кто уснул и кто виноват, я до сих пор не знаю. Но, честно говоря, я понимаю, что это все как бы гонки за деньгами. Но люди, которые вот ездят, водители, они должны быть более ответственны, потому что они отвечают не только за свою жизнь, но и за жизнь своих пассажиров. Поэтому я призываю всех, чтобы все водители были бережнее, в первую очередь к себе и к своим людям вокруг, которые вокруг нас. Не только думали о себе, а думали еще о ближнем человеке. И, наверное, скорее всего, вот с пониманием надо относиться. Я за эти 3 года очень многому научилась.
Гүлзана айымдын алдыга койгон максаттары абдан чоң. Маселен, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн аларга ылайык, ыңгайлуу болгон борбор кургусу келет. Андан тышкары өзүн өзү өстүрүү боюнча тренер болууну самап, анын үстүндө эмгектенип келүүдө. Потом у меня мечта есть. Хочу, кудай буйруса, на Исыкуле построить реабилитационный центр. Очень хороший, большой реабилитационный центр. Именно рядом с водой, потому что водные процедуры для нас это очень важно и очень хорошо. По Кыргызстану нету такого реабилитационного центра, но если он откроется, это будет хорошо, потому что многие наши ездят в Россию, в Казахстан, в Турцию, да, но почему? У нас самый лучший климат, у нас самые лучшие продукты, у нас самая лучшая вода, и все это мы можем предоставить здесь, в Чолпонате. В Крыму есть город колясочников, город Саки называется. И вот Чолпонату хотела бы сделать вот таким городом, городов колясочников, чтобы туда могли люди ездить, лечиться, реабилитацию получать, свежий воздух, и что они живут полноценной жизнью. Для них условия такие. Плюс еще у меня еще проект. Я очень хочу, вообще хотела собрать базу полностью для таких, как особенных, как я. И каждый раз, наверное, помогать именно. Замысел был такой, чтобы создать сайт, и чтобы каждый человек мог туда зайти и найти себе друга такого особенного, как я. И думаю, что каждый человек, который ходит, мог бы в год всего там 3 часа, да, уделить. День рождения, если это женщина или девушка, 8 марта, и Новый год. С какими-то своими подарками прийти, поздравить, подарить и пообщаться. Вот это самое главное, что не хватает для людей, которые сидят как бы в своих 4 стенах и не общаются. И хочу, чтобы вышли девочки, не стеснялись, что они на колясках, потому что это, ну, здесь ничего постыдного нет, скажем так. Поэтому, чтобы они жили, чтобы они радовались и чтобы они общались. Мен жана жогоруда айтып өтпөдүмбү, сизде толтура достор бар болуш керек деп. Жанан кырсыктагандан кийин достор кандай өзгөрүлдү? Болдубу ошондой мындай? Нет, у меня, к сожалению, такого случая не было. Я не знаю, насколько, понимаете, я в жизни, вот раньше, я не знаю, раньше я тоже была такой энергичной, позитивной. И сейчас я вот на самом деле стараюсь найти только или заметить только лучшие стороны. Даже когда меня спускают вот по лестнице, или бывает в кафе, да, где-то лестницы, и там официанты или там охранники меня поднимают, я кричу: «Шамаханская царица, шамаханская царица». Понимаете, надо во всем видеть лучшее. Вот это, наверное, очень хорошее правило. Чындыгында каргашалуу окуядан кийин Гүлзана эжеге абдан кыйын болгон. Мына ошол кыйынчылыктарды позитив менен жеңген каарманым адамдар үчүн мотивация бергени жаралгандай. Дегеним, анын ар бир сөзүнүн жөнү бар. У меня вот есть фотопроекты, которые я создала. «Мы есть» называется. Там с помощью добрых людей и с помощью Всевышнего мы воплощаем мечту девушек, особенных девушек, как я. И сейчас вот я еще хочу начать 2 фотопроекта, которым называется «Мы разные». Потому что когда я начала этот проект, фотопроект, мне начали отправлять много телефонов. Я, честно говоря, думала, что они все особенные, как я, на коляске. Но есть еще, как бы это те, которые на коляске, это первая группа инвалидности. А есть еще особенные, которые вторая группа. Они ходят, но у них есть свои особенности. У кого-то рука не работает, у кого-то речь, кто-то в речи отстает, да, у кого-то мимика, тик, вот есть нервный тик, да, лица. Поэтому кто-то не разговаривает. И я решила для них свой фотопроект сделать, создать, да. «Мы разные» он называется. Вот, и дай бог, кудай буйруса, вот сейчас я скоро начну его. И плюс еще один фотопроект летом начну с Божьей помощью, с помощью Всевышнего. Называется «Ангелочки Кыргызстана». Там девочки будут тоже особенные, кто на коляске, кто-то
с какими-то заболеваниями. Вот. Ну, значит, все особенные в том смысле, то, что все особенные, все особенные, все со своим испытанием жизни, скажем так. И там будет в группе от 8 лет до 16 лет девочки. Вот. Менин дагы каармандарым бар да, мисалы сизге окшогон толтура кыздарды тарткам, тиги сокулук да көп. Ошолорду дагы сиздин проектке катыштырсак болобу? Да, конечно, можно. Телефон, у меня специальная группа есть. Вот, я туда прям добавляю. Сейчас вот у меня где-то, наверное, февраль-март не получился. Но дай бог, я вот в апреле сейчас тоже проведу. И вот летом начну для маленьких девочек проводить. Потом еще были цветущие в Кыргызстане. Я, наверное, его провела вот 2 раза только. Вот. Но так как там именно украшаем с живыми цветами, немного сложнее найти спонсоров. Но этот проект тоже очень хороший. Для чего я это все делаю? Для того, чтобы люди видели, что мы есть. Мы есть, нас редко когда видно, потому что нет условий в городе, к сожалению, да. И я очень хочу, чтобы 2020 год все-таки объявили годом людей с инвалидностью. Почему? Чтобы за этот год наше правительство могло сделать очень много, скажем, наверное. Потом очень прошу участников, у кого есть там кафе, какие-то, я не знаю, развлечения, да, куда могли бы мы тоже ходить и ездить, чтобы мы не жили в 4 стенах. Это очень тяжело, и я прошу и призываю всех участников, чтобы они именно следили за своими пандусами, чтобы не было так, что пандус для галочки, чтобы он был такой, чтобы было удобно по стандарту заехать. Конечно, было бы, чтобы самому своими силами заехать, самостоятельно. Вот. Чтобы наш город, я надеюсь, я знаю, что Кудай-Бурсак, Кыргызстан на самом деле расцветет, и все условия будут. Надо верить, и это может каждый человек сделать. Просто надо верить, что каждый может нести лепту свою, и каждый может поменять будущее к лучшему. Естественно, когда мы ходим, когда мы не видим и не знаем этого, естественно, я понимаю, что пока ты не столкнешься, как кыргызча айтканда, башыңан өтпөгөндө билбейсиң. Вот. Мы даже и понятия не имеем, насколько это нелегко, насколько это сложно или сколько нюансов. И только как бы сталкиваясь с этим, мы начинаем понимать. Вот. Ну, в жизни всякое бывает. Но я не знаю, насколько, наверное, Всевышний не зря вот такое испытание дает людям, да, чтобы мы могли донести. Вот. Просто как бы каждый может делать так. Или это испытание он принимает, да, и делает дальше, чтобы улучшить жизнь других людей, да, или так, что он сидит и жалеет себя. Понимаете? Поэтому я выбрала улучшать, жить полной жизнью и доказать всем, что можно жить очень счастливо и прекрасно в любом положении, и при этом благодарить каждый день Всевышнего за все, что у нас есть. Да, у меня очень планов много. Хочу с помощью Всевышнего, как бы, наверное, вот эту миссию я свою нашла. Я хочу людям со сцены, да, сейчас очень много тренеров и коучев, но я думаю, что я свою нишу нашла, потому что я могу людям показать именно через себя, да, что когда человек ходит, видит, слышит, он очень богатый человек. Поэтому я хочу, чтобы все люди жили счастливо, и чтобы они ценили каждый день, и каждый день ценили то, что они имеют. Потому что это богатство, это то богатство, которое нам Всевышний всем дал. И причем не надо там унывать, да, и говорить там, у меня нету этого, у меня нету того. Это такая мелочь, вот серьезно, такая мелочь. Когда вот меня человек видит, он, наверное, думает, что я только не хожу. Но это малая часть моего испытания, потому что там очень много нюансов. Если говорить там про то, что когда же сходить по-маленькому в туалет, я не чувствую. Это все на ощупь делается. И ставится специальный катетер, чтобы вывести мочу. Поэтому
Я хочу, чтобы, как бы со сцены я хочу передать, что в жизни, несмотря ни на что, надо жить, радоваться, и при этом можно помогать другим и поддерживать других. А если человек ходит, то, мне кажется, это он может гораздо больше сделать. У меня есть проекты, вот я в самом начале, когда попала в аварию, да, я думала, что сделаю такую брошюрку маленькую, реабилитация, первые шаги. Вот недавно я встретилась с Артуром, который мне поддерживает меня, и вот тоже у него есть знакомые с типографией, чтобы распечатать эту брошюрку, да, с моим обращением и с какими-то правилами для реабилитации. Их распечатают, и вот 4-ю горбольницу, где именно с такими травмами попадают, мы будем раздавать такие брошюрки для людей. Гүлзана эже үчүн үйүнүн эшикке чыгып эс алуу өз алдынча болбогондон кийин оор болууда. Себеби 4-чү кабаттан 1-чиге түшүү кызынын мүшкүлү. Дегени менен кошуналары кол кабыш кылып турушат. Вот так вот каждый раз, когда мне надо куда-то выйти, мы спускаемся с помощью добрых наших соседей. Благодарю, Андрей. Ооба, өзүңүздөр көргөндөй мындай кыйынчылыктар менен эшикке чыгат. Айрым учурда бир айлап чыкпай калат. У меня сейчас, конечно, есть мечта хорошая очень такая. Сами видите, как мне приходится каждый раз какое-то мероприятие, очень тяжело спускаться. Поэтому я сейчас хочу обратиться к тем людям, которые могут мне помочь и построить дом. Это строительные компании, может, у кого-то есть какой-то благотворительный фонд, кто может выделить деньги. Небольшой особняк мне не нужен. Мне тот коттедж, в котором было бы мне удобно с моей дочерью жить, чтобы без мужской помощи я могла пойти искупаться, пойти на улицу, выйти, подышать свежим воздухом, посмотреть на солнышко, на листочки, на травку. Поэтому прошу, если есть такие люди с доброй душой, с добрым сердцем, пожалуйста, отзовитесь и помогите мне построить дом. Скоро я вот, куда Бурса, чертеж у меня будет готов. Вот. Именно будет в Кыргызстане первый умный дом для таких особенных, как я. Вот у меня как бы смысл такой был еще. Поэтому 3 дизайнерские компании, они меня поддержали. И куда Бурса, вот я с ними пойду договориться, у кого время будет, тот мне напишет, и этот проект будет. Куда Бурса в Бишкеке будет самый умный дом для особенных людей, как я. Да, потому что это будет, понимаете, что я не знаю, насколько я не хочу унывать. У меня вот получается так, что когда в Алмате работала, мы собирали на квартиру же, и так получилось, что мы стали дольщиками из Кострой. Мы заплатили $18 150. Но, к сожалению, эта компания обанкротилась, или что, они как бы, ну, недобросовестные люди, скажем так. И эти деньги я не могу вернуть до сих пор, уже вот 3,5 года. Если бы эти мне деньги вернули бы, конечно, я бы сама дом себе построила бы. У меня есть участок, который остался мне от папы. В его селе, где он родился. Вот. Он сейчас, хозяин, сидит в СИЗО. И мама каждый раз вот сотку ходит, ну, каждый раз переносит, вот уже год, наверное, ходит по судам, и все никак. Ну, вот если бы, то может кто-то поможет эти деньги как-то вернуть, эти деньги. Я бы тогда уже как бы не просила бы о помощи, и за эти деньги смогла бы с помощью друзей, родных построить. Вот. Очень хочется на самом деле переехать, чтобы я уже могла сама с дочерью жить своей жизнью. Ешкимде как бы кор болбой, да, өзүбүзчө окатыбызды кылып эшикке чыксам каждый день чыгып, вот, потому что это здорово. На улицу надо выходить, потому что на улице и солнце, и зеленая травка, и небо голубое. Вы не представляете, когда я после аварии попала домой, да, я где-то месяцами, могла даже 2 месяца не выходить, потому что было тяжело. Вот. Это сейчас я активный булатып и понимаю, что людям надо видеть, что есть такие, но все же можно жить,
Поэтому я сейчас стараюсь почаще выходить, чтобы меня видели, что жизнь идет полным ходом. Вот. Я начала учиться в КНУ, факультет журналистики. Но, к сожалению, не закончила, потому что у меня было или учиться и сидеть у родителей на шее с дочкой уже тогда, или же работать и обеспечивать себя и свою дочку. Поэтому я выбрала работать и обеспечивать свою дочку сама. Гүлзена айымдын мындай шайыр шатман жүргөнү үчүн достору абдан көп. Алар менен дагы сейилдеп, чер жазганды жактырат. Каждый человек должен к этому, наверное, сам прийти. Я не хочу никому учить жизни. Я только могу сказать, что на самом деле есть жизнь, и каждый сюда пришел не просто так. Не для того, чтобы там поесть, красиво одеться, да. Конечно, это все хочется. Пожалуйста, но и в то же время надо какой-то след оставить после себя, какую-то положительную эмоцию у кого-то оставить, какое-то доброе дело, потому что все деньги мира мы с собой не заберем, мы туда вечную жизнь заберем только добрые дела. Поэтому хочу, чтобы каждый из вас задумался, наверное, о своей жизни, потому что такие испытания могут случиться с каждым. И не надо этого ждать. Можете, не обязательно, чтобы с вами случилось такое же испытание, как со мной, чтобы вы поняли, что надо делать добрые дела. Вы знаете, в последнее время я начала очень сильно заниматься. Смотрю тренинги «Миссия на миллион» Асель Садыкова. Я ей очень благодарна за то, что она мне подарила такую возможность. Плюс еще я сейчас в Elite Travel. Меня тоже туда пригласили, что я очень тоже благодарна Данияру Абдыкадырову, который меня поддерживает, Анжелику, Айзат. Плюс еще есть компания Greenway, Рыс, она меня тоже поддерживает. Я очень благодарна всем, потому что на самом деле у меня сейчас очень нет времени жаловаться, жалеть себя. Когда свободное время, я смотрю тренинги, делаю публикации, читаю книги. И сейчас на данный момент у меня самая любимая книга – это «Сила вашего подсознания». Если кто услышит, читайте. Там рассказывает о том, что Всевышний настолько нас тонко создал, что наш организм может восстановиться за 11 месяцев. Я даже понимаю, что я уже на 2 года отстаю. Поэтому сейчас плотно работаю с подсознанием своим. И, естественно, с помощью Всевышнего я верю, что я встану и буду ходить. Биздин чыгармачыл топ менен эшик алдынан маектешип отуруп, андан ары сейилдөөнү чечтик. Ал үчүн коомдук транспорттун жардамы керектелет. Белгилүү болгондой, троллейбустарда атайын майыптар үчүн пандус орнотулган. Биз дал ошол пандусту колдонолу десек, айдоочу ача албай жүргүнчүлөргө ыңгайсыздык жаратты. Албетте, бул абдан кейиштүү. Что я хочу пожелать? В первую очередь хочу всем пожелать крепкого здоровья. Это самое важное и нужное, что для каждого человека. Хочу, чтобы вы ценили то, что у вас есть, и благодарили Всевышнего каждый день за то, что у вас есть. За деток, за радость, за солнце, за мамочку свою. У всех, у кого есть мама, пожалуйста, обнимите и поцелуйте. Это самое ценное, что у нас есть на этой земле. Всех крепко обнимаю и люблю. Урматтуу көрөрмандар, кырсык каш кабактын ортосунда дегендей, мындай мүшкүл ар бир башка келип калышы толук ыктымал. Бирок биз аны эч кимге каалабайбыз. Арабызда мына ушундай кымбат адамдар жардамга, көңүлгө муктаж. Андыктан ар бир кайрымдуу жарандардан, адамдардын арасында адамдар долбоорунун каармандарына жардам сурайбыз. Себеби бирөөсүнө көңүл керек болсо, бирөөсүнө материалдык жардам керек. Жардам берүүнү каалагандар болсо, экрандагы номерларга байланышыңыздар.
немножко не продумали все, да, вот пандус, он есть, но он не открывается, и очень тяжело. Хорошо, что сейчас здесь было очень много молодых ребят, которые помогли нам подняться, но обычно, допустим, если это кто-то, дочка со мной, она не справится. Благодарю всех, что подождали и помогли.